Вы смотрите информационный выпуск Камшукшара. Здравствуйте. Сегодня Центральная избирательная комиссия Абхазии объявила предварительные результаты выборов президента республики. По данным ЦИК, избранным президентом Республики Абхазия считается Аслан Бжания, набравший 56,5% голосов. Озвучить предварительные итоги голосования. С такой целью Центр избирком Абхазии собрал в своем пресс-центре журналистов. По данным ЦИК, явка избирателей на состоявшихся президентских выборах превысила 70%, при необходимом минимуме в 50%. Общее количество бюллетеней, полученных избирательными комиссиями – 131 325. Общее количество погашенных бюллетеней – 36 215. Третье. Общее число избирателей, внесенных в списки избирателей – 132 916. Общее число избирателей, получивших бюллетени для голосования – 95 110. Общее число избирателей, принявших участие в голосовании – 95 109, что составляет 71,56% явки. Далее председатель Центральной избирательной комиссии перешел непосредственно к предварительным итогам выборов и озвучил суммированные значения по количеству голосов. Число голосов, поданных за кандидатов в президенты Ардзинба Адгура Амирановича – 33 686, что составляет 35,42%. Общее число голосов, поданных за кандидатов в президенты Республики Абхазия Бжания Аслана Георгиевича – 53 741, что составляет 56,5%. Общее число голосов, поданных за кандидатов в президенты Дябшба Леонида Юрьевича – 2114, что составляет 2,22%. Седьмое. Общее число голосов, поданных против всех кандидатов в президенты – 1666. Общее количество бюллетеней, признанных недействительными – 3902. Таким образом, по данным ЦИК Абхазии, избранным президентом Республики Абхазия считается Аслан Бжания. На основании статьи 18 Конституционного закона Республики Абхазия о выборах президента Республики Абхазия Центральная избирательная комиссия Республики Абхазия решила: первое. Считать избранным президентом Республики Абхазия Бжания Аслана Георгиевича, набравшего 53 741 голос избирателей, что составляет 56,5% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Считать избранным вице-президентом Республики Абхазия Гумба Бадру Зурабовича. Отвечая на вопросы журналистов, Тамас Гоге подчеркнул, что официальных жалоб о нарушениях в ЦИК не поступало. По прибытии протоколов избирательных комиссий с двух участков Москвы и Черкесска Центр избирком объявит окончательные итоги выбора президента Абхазии 24 марта. Эсма Гуланзе, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Сегодня исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба встретился с избранным президентом Асланом Бжания. Валерий Бганба поздравил Аслана Георгиевича с победой на выборах и пожелал ему здоровья и успехов на ответственном государственном посту. Ребейт, шелшер чохон чохотает, карли голоречо, хавлер ирлхоч. Это ударza, это вообще табу. Еще было на усуз, а вызови азапан пшатами пызгаз, убртки того азаж. Нас тагло зашек, аларса гирасол. Ехала табу. Сосузлаху пшвала Шама Хамзер и мясо за процесс. Вам ход до аскуя, мишеч кази. Нас лишил газа. Псовцас физики физнет, вот псовцас финует, отцохуя хнербит, псовцас загях зелгас. Шизала хапихла хапон шо. Хажла гайд колоричу бригады усдуни хошци. Табу хашас.
Президент России Владимир Путин поздравил Аслана Бжаня с избранием на пост президента Республики Абхазия, сообщается на сайте Кремля. Убедительная победа на выборах, прошедших в условии свободного волеизъявления граждан, стала свидетельством вашего высокого авторитета среди соотечественников, говорится в частности в поздравлении. Владимир Путин отметил, что готов к совместной работе по дальнейшему упрочнению союзнических российско-абхазских отношений. Рассчитываю, что ваша деятельность во главе государства будет способствовать обеспечению социально-экономического развития Абхазии, защите интересов вашей страны на международной арене, отмечается также в тексте поздравительной телеграммы Владимира Путина. С избранием на высший государственный пост в стране Аслана Бжаня поздравили члены Общественной палаты. Поздравляем весь народ Абхазии с тем, что выборы прошли спокойно, и надеемся, что наступает период стабильности. Достоинство, с которым Адгур Арзанба поздравил Аслана Бжаня с победой и озвучил, что готов помогать новой власти и внушает надежду и уверенность в консолидацию сил и взаимоуважение. Граждане рассчитывают на перемены и готовы поддержать новую власть на ведение порядка, отмечается в частности в поздравлении Общественной палаты. Сегодня с победой на выборах своего оппонента Аслана Бжаня поздравил и кандидат в президенты на прошедших 22 марта выборах Леонид Дзапшпа. Экс-кандидат в президенты Абхазии Адгур Арзанба сделал обращение, в котором поблагодарил многонациональный народ страны за активное участие в выборах и отметил, что он и его команда продолжат политическую деятельность, направленную на созидание и защиту национальных интересов. Дорогие сограждане, завершились повторные выборы президента. Я, как один из кандидатов, хочу выразить слова благодарности всем тем, кто принял участие в голосовании. Вы выполнили свой гражданский долг. И именно благодаря всем вам выборы прошли в спокойной и цивилизованной атмосфере. Мы один народ, и в очередной раз продемонстрировали всему миру свою культуру и самобытность. Отдельно хочу выразить слова благодарности всем тем, кто поддержал нашу команду. Для нас это большая ответственность, и мы сделаем все, чтобы не подвести ваше доверие. Мы, безусловно, продолжим свою политическую деятельность, направленную на созидание и защиту национальных интересов. Желаю мира, добра и благополучия всему многонациональному народу Абхазии. Спасибо. Исполняющий обязанности президента, премьер-министр Абхазии Валерий Бганба встретился с делегацией из Южной Осетии, прибывшей в качестве международных наблюдателей на выборах президента страны. В состав делегации вошли первый заместитель руководителя администрации президента Южной Осетии Алан Джусоев, советник президента Давид Газаев, заместитель председателя ЦИК Казбек Карсанов, посол Южной Осетии в Республике Абхазия Олег Быциев. Члены юго-осетинской делегации отметили, что выборы 2020 года в Абхазии состоялись показательно, прошли в правовом русле, в атмосфере спокойствия и дружелюбия. Сегодня же Валерий Бганба встретился с делегацией секретариата Межпарламентской ассамблеи государств-участников сообщества за демократию и права народа, прибывшей в страну в качестве международных наблюдателей на президентских выборах. Валерий Бганба поблагодарил наблюдателей за осуществленный мониторинг на избирательных участках республики, за тесное взаимодействие с предвыборными штабами и Центральной избирательной комиссией. Делегацию наблюдателей из Южной Осетии, а также Приднестровской Молдавской Республики принял сегодня и спикер Народного собрания Валерий Кварча. Председатель парламента выразил им благодарность за то, что они приняли приглашение и приехали, несмотря на ситуацию с пандемией. Вот время, которое переживает планета в целом, человечество, не испугавшись всего этого, пришли поддержать нашу страну, наш народ. Вы нас не только поддержали, но и украсили. Вот, у нас, к счастью, много друзей, но тем не менее, в данном случае мало кто созерцал то, что у нас происходило. Вот, вы один из немногих, которые героически такой подвиг совершили. Еще раз от имени парламента, от имени народа огромное вам спасибо.
без всяких эксцессов, в рамках закона. Выборы прошли, готовились и прошли нормально, на высоком уровне. Да мы и не сомневались. В Абхазии всегда выборы проходят организованно, транспарентно, прозрачно, и они могут служить, будем говорить, примером для многих других стран с более, как им думается, высокой степенью демократии. Мы желаем искренне, действительно, чтобы, во-первых, эти выборы были на полный срок конституционный, никаких более досрочных выборов. И мы желаем, чтобы вот эти силы сложили свои усилия и делали больше и лучше для нынешнего и будущего абхазского народа. На прошедших накануне выборах президента Абхазии нарушений выявлено не было. Об этом сообщили и представители посольства России в Абхазии на пресс-конференции, которая состоялась утром на площадке «Спутник Абхазия». За ходом выборов следили 8 наблюдателей российского посольства, которые посетили более 40 избирательных участков в Сухуме, Сухумском, Гулрыбском и Игагрском районах. Хотел бы проинформировать вас о нашем наблюдении за выборами, которое проходило вчера. Как вы знаете, в связи с невозможностью представителей Совета Федерации, Государственной Думы и Центральной избирательной комиссии России прибыть в Абхазию из-за пандемии коронавируса, организовать наблюдение за выборами президента Абхазии было поручено посольству России. При помощи наших коллег из МИД Республики мы аккредитовали в ЦИК Абхазии 8 наших наблюдателей, которые посетили несколько десятков избирательных участков в Сухуме, а также в Сухумском районе, в Гагре и в окрестностях, и в Гульрипше. Нигде существенных нарушений выявлено не было. Наблюдатели отметили четкую организацию процесса голосования, высокую явку, где-то даже были очереди, и положительный настрой членов комиссии избирателей. Наших наблюдателей везде встречали радушно и открыто. По итогам могу сказать, что мы рады, что выборы в Абхазии прошли в один тур. В России с тревогой следили за затянувшимся политическим кризисом в республике. Наши страны – ближайшие соседи и союзники, поэтому Россия, как никто другой, заинтересована в стабильности и устойчивом развитии Абхазии. Рассчитываем, что теперь период турбулентности и неопределенности останется позади, и руководство Абхазии сосредоточится с удвоенной энергией, сосредоточится на решении насущных проблем страны. Россия готова этому всячески содействовать. По оценкам международных наблюдателей, выборы президента Абхазии были проведены на высоком организационном уровне в соответствии с требованиями национального законодательства. Насилие, мирный и транспарентный характер фактов нарушения избирательных прав граждан не установлено. По итогам голосования на пост главы государства был избран Аслан Бжаня, что стало результатом легитимной демократической процедуры, осуществленной в рамках конституционного поля. Об этом говорится в комментарии МИД Абхазии по итогам прошедших 22 марта в стране выборов президента. МИД Абхазии рассматривает прошедшие выборы как закономерный итог свободного волеизъявления народа республики, способствующий преодолению внутренних разногласий, поиску решения насущных проблем и дальнейшему развитию всех государственных механизмов. При этом Министерство иностранных дел расценивает упорное нежелание ряда западных стран уважать суверенный выбор народа Абхазии как заведомо предсказуемый необъективный набор пропагандистских клише, свидетельствующих о болезненной склонности к непризнанию сложившихся реалий и стремлению к вмешательству во внутренние дела республики. В МИДе Абхазии убеждены, что в нынешних непростых условиях особенно важно консолидировать усилия в целях укрепления внешнеполитических позиций Абхазии и наглядно продемонстрировать международному сообществу готовность к открытому и откровенному обмену мнениями по всем актуальным вопросам. Сегодня в Гудауте около 9 часов утра неизвестные лица обстреляли из огнестрельного оружия героя Абхазии Валериана Айба возле его дома по улице Нарта, 61. Айба получил ранения, несовместимые с жизнью. Как сообщили в Генеральной прокуратуре Абхазии, по факту убийства прокуратура Гудаутского района возбудила уголовное дело. В настоящее время проводится неотложное оперативно-следственное мероприятие по установлению лиц, совершивших
совершивших данное преступление. И о погоде. По информации Гидрометцентра, завтра на территории Абхазии ожидается облачность без осадков, ночью и утром возможен туман. Температура воздуха ночью плюс 4,9, днем плюс 11-16. Температура морской воды плюс 11 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.